С незапамятных времен человек выражал свои чувства посредством слов, звуков, красок, движений. О виденном, слышанном, пережитом он пытался рассказать другим людям. И рассказать так ярко, правдиво и внушительно, чтобы люди могли увидеть, услышать и пережить то же, что испытал он. Из этого стремления человека к общению, к передаче опыта, к познанию окружающей жизни и рождалось искусство. Умение изображать жизнь в живых, впечатляющих образах, умение передавать свои чувства другим. Прекрасный, многоликий, многозвучный и многокрасочный мир окружает нас. Этот необъятный, идущий от сердца и души мир называется киноискусством. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, движущиеся изображения, кинематографические, телевизионные, видеографические произведения являются важным средством регистрации развертывающихся событий, выражением культурной самобытности народов. Так, кинодокументы являются важными и уникальными свидетельствами, отражающими не только историю, образ жизни и культуру народов, но и эволюцию Вселенной. Поскольку киноматериалы образуют неотъемлемую часть культурного наследия любой страны, в Государственном национальном хранилище кинодокументов о Республике Саха-Якутия осуществляется государственный учет и сохранение для потомков этой исключительно уязвимой части культурного наследия как источника духовного обогащения современного и будущих поколений. Идея сбора кинодокументов о Якутии в одном месте существовала с начала 60-х годов прошлого века. В 90-х годах она была поддержана президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. И 10 апреля 1996 года правительством было принято постановление о создании Государственного национального хранилища кинодокументов о Якутии. Днем рождения Госкинохранилища следует считать этот день. В год основания в фонде находилось 25 документальных фильмов, снятых с 1931 года по 1986. 25 кинофрагментов из различных документальных фильмов и журналов «Союзжурнал», «Восточная Сибирь», «Пионерия», снятые до 1937 года, немые на черно-белой кинопленке, а последующие звуковые на черно-белой кинопленке и цветной. Среди них фильм «На берегах Алдана», 1931 год, и первый звуковой документальный фильм о Якутии «Бухта Тикси», 1937 год, где запечатлен первый легендарный капитан из якутов Богатырев, который ведет первый караван с грузом для арктических районов. Эти кино-видеоматериалы являются уникальным и особо ценным достоянием с точки зрения истории развития народного хозяйства республики. В них запечатлены этапы развития сельского хозяйства, строительства, образования, культуры и искусства, здравоохранения, науки, быта и жизни народов Якутии. В мае 1997 года Государственным собранием Илтумен принят закон о кинематографии. Это был первый региональный закон в сфере кино, определивший государственную политику в области кинематографии. В этом же году президентом республики был подписан указ о Государственном национальном хранилище кинодокументов о Республике Саха-Якутия Комитета по кинематографии при правительстве республики. В документе была подчеркнута важность создания киноархива, учитывая исключительную ценность кинодокументов в целях формирования, изучения и популяризации кинолетописи Якутии. На основании этого указа, приказом Министерства культуры республики, кинохранилище было включено в государственный свод особо ценных объектов национального культурного достояния народов Якутии. Государственное национальное хранилище кинодокументов Республики Саха-Якутия в настоящее время является единственным учреждением культуры по киноведению, фильмографии, научно-исследовательским и методическим центром республиканского значения, профессионально занимающимся сбором и систематизацией всех киноматериалов о Якутии, главным и основным хранилищем кинолетописи и кинодокументов республики на территории Якутии. За 10 лет существования фонды составляют более 13 тысяч единиц хранения. Это фильмы, сюжеты и фрагменты о Якутии. Хранилище имеет все необходимые утвержденные нормативно-правовые документы, разработанные Пестеревым, Томским, Охлопковой, Зайковым и другими.
Ведомственная подчиненность Госкинохранилища относится к Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Однако методическое обеспечение работы с кино-видеодокументами, технологические стандарты и прямое профессиональное общение осуществляются Российским государственным архивом кинофотодокументов. Научным консультантом Госкинохранилища является доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой технотронных архивов Российского государственного гуманитарного института Владимир Маркович Магидов. Другой особенностью Госкинохранилища является техническая политика. В настоящее время в работе задействованы как аналоговые, так и цифровые носители. В 2000 году правительство республики утвердило республиканскую целевую программу внедрения международных стандартов качества и хранения кинодокументов Республики Саха-Якутия на 2000-2005 годы. Кроме того, в 2002 году утверждена межотраслевая целевая программа «Память Якутии» на 2002-2006 годы, в которой Госкинохранилище является соисполнителем наряду с Национальной библиотекой, а также Национальным архивом и Национальным музеем. В мае 2001 года совместно с Институтом проблем малочисленных народов Севера проведена киноэкспедиция, целью которой было аудиовизуальное архивирование нематериальной и материальной культуры юкагиров и русских старожилов. Эта работа получила высокую оценку представителей ЮНЕСКО и финансировалась фондом Сороса. Удалось снять гораздо больше запланированного о жизни Андрюшкина, Походска, Зеленого мыса, Черского и Чукотской родовой общины Нутендли. Фрагменты съемок были использованы при выступлении на международном семинаре ЮНЕСКО по вопросам сохранения традиционной культуры народов Сибири и на аналогичном семинаре в Сеуле. Идет постоянная работа с Институтом гуманитарных исследований, в частности, с историко-документальным, научно-популярным журналом «Якутский архив», где были выпущены статьи Пестерова «Мал кадр да дорог», а Хлопковой «Якутск в кадре» фильма Жараева о первых киносъемках Якутии. С 1988 года Госкинохранилище находится по улице Семена Данилова, 13. С самого его образования бессменным директором является Пестерев Василий Васильевич, сумевший создать сплоченный, дружный, творческий и мобильный коллектив. Это заместитель директора Зайков Андрей Анатольевич, в обязанности которого входит качественное техническое обеспечение работы учреждения, создание соответствующих условий труда для всего коллектива. Секретарь-документовед Сивцева Нюргуяна Николаевна. Финансовый отдел. Главный бухгалтер Хилканова Александра Тимофеевна. Бухгалтер-кассир Собержанова Виктория Фаритовна. Отдел сбора и формирования фонда. Главный специалист Яковлева Ая Дорофеевна. Ведущий специалист Григорьева Марина Петровна. Отдел организует и осуществляет поиск, отбор, сбор и прием кино-видеодокументов о Республике Саха-Якутия со всеми сопутствующими документами и копиями от министерств, ведомств, объединений, предприятий, учреждений, организаций и частных лиц Республики Саха-Якутия, зарубежных киноархивов и студий, среди которых Киафилмс, Англия, телеканалы ТФ1, Антен-2, Франция, телекомпания SAI, NHK, ТВ Мон Юнион, НТВ, Япония, Национальная вещательная компания Сеула, КБС, Корея, Национальные вещательные компании Германии, Чехии и частных лиц. Созданы базы данных киновидеоматериалов, находящихся в поиске по зарубежным странам СНГ, Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Отдел каталогизации, экспертизы и научно-справочный аппарат. Главный хранитель Никифорова Вера Семеновна. Главный научный сотрудник Охлопкова Галина Константиновна. Главный эксперт Лобанова Любовь Аполлоновна. Эксперт Маркова Надежда Владимировна также совмещает общественную должность председателя правкома, который вместе с администрацией решает трудовые споры, контролирует вопросы охраны труда и здоровья и очень много делает для решения материальных и бытовых проблем работников. Для коллектива проводит вечера отдыха, организует досуг, выезды на природу. Ведущие специалисты Борисова Марфа Валентиновна, Сивцева Мария Гаврилевна. Все кинодокументы, поступающие на государственное хранение, подвергаются экспертизе с целью определения исторической, научной, социально-культурной значимости. Обработка фондов, составление аннотаций, классификация кинодокументов, подготовка и выпуск каталогов, тематических указателей, работа с клиентами.
Система научных критериев оценки кинодокументов, методики экспертизы их ценности и комплектования постоянно совершенствуется. В зависимости от решения экспертной комиссии, все кинодокументы квалифицируются как особо ценные, ценные и принятые на государственное хранение. Так, в описи особо ценных кинодокументов включены съемки видных политических деятелей прошлого: Исидор Барахов, Анимпади Сафронов, Алексей Иванов-Кюндэ на Первом тюркологическом съезде 26 года, первый послевоенный эссе 46 года, фильмы первого кинооператора Якутии Никандра Егоровича Савинова. Важнейшие события прошлого и современности республики, отражающие все отрасли – экономики, промышленности, сельского хозяйства, правоохранительных органов, медицины, образования, культуры и спорта, чрезвычайные ситуации, спасательные работы МЧС и медицины катастроф. И, конечно, об удивительной, неповторимой и прекрасной природе Якутии. Для восстановления и воссоздания наследия кинематографистов Республики Саха-Якутия, памятников экранной культуры, пропаганды музейными средствами достижений кинематографии, использования кино в эстетическом и нравственном воспитании музейными средствами 1 августа 2001 года создан Музей кино при Государственном национальном хранилище кинодокументов по Республике Саха-Якутия. Основатель музея – ведущий специалист Жараев Иван Спиридонович. Начальник историко-информационного отдела Романов Петр Петрович. Госкинохранилищем изданы серия сборников воспоминаний ветеранов кино Якутии «Люди за кадром» 4 тома, авторские работы ветеранов кино 5 книг, аннотированный каталог 6 томов. Руководитель творческой лаборатории Государственного национального хранилища кинодокументов Республики Саха-Якутия по программе «Память Якутии» Семенов Вячеслав Николаевич. Технический отдел. Главный специалист Сивцев Андрей Дмитриевич, инженер по компьютерной графике Кадырова Валентина Михайловна, видеооператоры Андреев Семен Семенович, Титов Владислав Семенович, фильмопроверщица Салашина Екатерина Никитишна, обеспечивает реставрацию и хранение в соответствующих условиях аудиовизуальных материалов. В возможностях отдела перезапись как на профессиональные, так и бытовые носители, а также перезапись кинопленки и монтаж полученных кино-видеоматериалов. Большой популярностью пользуются показы подобранных по интересующей теме фильмов на видеопроекционной аппаратуре. Ведется инициативное архивирование. Съемки и подбор рабочих материалов к мультимедиа-диску для сайта Государственного собрания Ултумен и по созданию кинолетописи государственности Якутии. На основе этих съемок в 2003 году творческой группой был снят документальный фильм «По пути парламентаризма». В октябре 2000 года проведена республиканская научно-практическая конференция «Кинематограф в духовной жизни народов Республики Саха-Якутия. Современное состояние и модели дальнейшего развития». С докладами выступили Охлопкова «Основные требования к национальному кино на примере Республики Саха-Якутия» и Пестерев «Создание кинолетописи. Веление времени». Впервые кинематографисты Якутии собрались широким кругом обсудить проблему и определить наиболее оптимальные пути развития кино в Якутии. Год спустя на семинаре по выполнению рекомендаций ЮНЕСКО о сохранении традиционной культуры и фольклора в регионе Сибири Российской Федерации заслушан доклад Охлопковой «Вопросы сохранения традиционной культуры народов Республики Саха-Якутия» в рамках рекомендаций Генеральной конференции ЮНЕСКО об охране и сохранении движущихся изображений с показом документальных кадров из фондов Государственного национального хранилища кинодокументов о Республике Саха-Якутия, который был восторженно принят и высоко оценен участниками семинара. Доклад вызвал интерес руководителя семинара, директора отдела нематериального наследия штаб-квартиры ЮНЕСКО госпожи Нарико Айкава. К своему 5-летию Госкинохранилище в целях пропаганды кинолетописи республики и своей деятельности провело дни кино в Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Горном, Намском и Амгинском улусах. Надо отметить, что командировки, дальние дороги – неотъемлемая часть работы Госкинохранилища. Надежными водителями в течение нескольких лет работали Домотов Афанасий, Гоголев Владимир, Оконешников Анатолий. Продолжая эту традицию, в 2002 году организован и проведен передвижной фестиваль «Кинолетопись Якутии» в Алекминском и Хангаласском улусах. На этот раз уже с оказанием гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.
В разное время в Госкинохранилище работали и внесли свой весомый вклад Томский Виссарион Андреевич, Лыткин Эдуард Федорович, Жараева Прасковья Егоровна, Данилова Туяра Максимовна, Михайлова Виктория Прокопьевна. В целях привлечения общественности к выполнению фонда аудиовизуальными документами ежегодно с 1999 года проводится республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии». За 6 лет приняли участие 93 профессиональных производителей республиканских, городских, улусных и ведомственных телестудий, 98 частных лиц и 13 авторов из зарубежных стран – Германии, Японии, Чехии, Турции, Англии, Кореи и Франции. Постоянным генеральным спонсором конкурса является ОАО «Саха-Ювелир», который разработал и изготовил золотой знак Гран-при конкурса. Обладателями Гран-при стали Васильев Юрий Иванович, ученый-тюрколог, Семенов Вячеслав Николаевич, кинорежиссер, Бачковский Всеволод Вячеславович, оператор НВК «Саха», Слепцов Иннокентий Михайлович, редактор НВК «Саха», Миржевич Владимир Сергеевич, ведущий инженер отдела информатизации Института физтех проблем Севера, Кондратьева Алла Владимировна, главный редактор политических программ НВК «Саха» Мартин Решавы, чешское телевидение. За 10 лет своей деятельности на базе Государственного национального хранилища кинодокументов Республики Саха-Якутия созданы фильмы «Хроника Уин» к 50-летию Жатая. По гранту президента Николаева Михаила Ефимовича 2 цикла киноуроков: «Государственность» 5 фильмов, «Животный мир Якутии» 5 фильмов. 70 лет Саха-нефтегазу, Октябрьский округ города Якутска 4 фильма. На пути парламентаризма чемпионат России по вольной борьбе на земле Ланхо, первый всесоюзный тюркологический съезд, письмена Элляя, первый съезд молодежи Республики Саха-Якутия, факел Гиппократа, Матуо, верность. Цикл видеофильмов, посвященный 60-летию победы в Великой Отечественной войне «Якутия в священной войне». Воспоминания ветеранов-якутян, участников Великой Отечественной войны, составили 43 фильма. След, оставленный войной в сознании современного человека, глубок, нестираем. Госкинохранилищем произведена огромная работа по исполнению распоряжения правительства республики о создании Республиканского архива кино-видеодокументов о якутянах, участниках Великой Отечественной войны. Всего по республике отснято около 1500 ветеранов Великой Отечественной войны. Творческая группа провела съемки ветеранов в 16 улусах республики и в городе Якутске, где проживает большинство ветеранов. Солдат не умирает, он погибает. Он умирает тогда, когда мы его забываем. Так вот я хотел сказать, что мы, наверное, до 65-й годовщины не дотянем, но чтоб помнила молодежь нас хоть немножко, как вот сейчас нас помнят. Я им хотел сказать, пусть помнит мир спасенный, мир вечный и живой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой. Спасибо за внимание. За плодотворную работу по архивированию якутян-участников Великой Отечественной войны Госкинохранилищу был вручен памятный сувенир от президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Штырова и благодарственное письмо от вице-президента-председателя Республиканского комитета «Победа» Александра Константиновича Акимова. А на 5-м конкурсе народных номинаций «Всенародное признание» в блоке «Киноиндустрия города» в номинации «Лучшее произведение о Великой Отечественной войне» фильм «Якутия в священной войне» получил золотую медаль. Создан ценный архив памяти солдат-победителей, живых свидетелей войны. Важной задачей является качество и долгосрочность хранения ценных аудиовизуальных материалов. Для решения этого вопроса специалисты следят за новыми, более совершенными современными технологиями и используют их в работе. Принимают участие в международных научно-практических конференциях и семинарах по использованию новых технологий в архивистике и аудиовизуальном наследии, а также постоянно повышают свою квалификацию, закончили и продолжают учебу в высших учебных заведениях информатики, кино и телевидения. В целях патриотического воспитания молодежи и с целью ознакомления с одним из субъектов Дальневосточного региона в феврале-марте 2006 года запланирован фестиваль в Хабаровском крае с показом хроникально-документальных
документальных и художественных фильмов о Якутии под названием «Якутский призыв» совместно с Военкоматом Республики Саха-Якутия, Министерством молодежной политики, Министерством культуры и духовного развития. Можно с уверенностью сказать, что аудиовизуальное наследие нашей республики в надежных руках. Память сердца и души нашего народа, нашей республики, жива, пока мы помним и храним, передавая ее будущим поколениям.